Уже месяц в Ингушетии царит аномальная жара. Столбик термометров достигает 40 градусов. Жители еще могут спастись от палящего солнца, но сотрудники МЧС обеспокоены реальной опасностью – возгорания сухостоя. Сухая трава с каждым днем все больше превращается в пороховую бочку. За истекшие в сутки в диспетчерскую службу поступило 2 звонка о возгорании сухой травы. Один из них оказался ложным. Это аппаратура системы 112. Здесь есть карта города Магаз, гарнизон. Вот наша пожарная охрана отвечает, есть вся эта территория нашего гарнизона. Вот серым то, что выделено, это район, где поля, сухостой, здесь может произойти пожар. Там кто-то может там окурок бросить или еще что-нибудь, мусор подожечь, и из-за этого может загореться поля. В округе столицы установлен 3-й класс пожароопасности. Вся техника пожарно-спасательной части номер 9 в полной боевой готовности. Такая же ситуация с сухостоем в ближайших населенных пунктах. На склонах холмов трава полностью высохла и может с легкостью загореться от прямых солнечных лучей. Мы сейчас находимся на окраине сельского поселения Икажево. Здесь вот мы можем наблюдать, что уже есть сухостой. Вот, к примеру, у нас под ногами трава. Брошенный этот окурок может создать настоящий пожар. И этот пожар дойдет до ближайших домов. Малейшая искра и беды не миновать. Вот поэтому в региональном управлении МЧС создана межведомственная группа, в которую входят представители муниципалитетов, пожарного надзора и участковые. Их задача – выявить несанкционированное сжигание сухостоя. В связи с тем, что аномально жаркая погода у нас на территории республики установилась, нами были направлены предложения главам муниципальных образований, именно в частности тех 15 населенных пунктов, о которых я говорил, о вводе на этой территории особого противопожарного режима. Если здесь горение пойдет, и своевременно не прибудет подразделение пожарной охраны, конечно, возможно то, что будет и перекинется уже и на частный сектор. В этом случае уже есть состав уголовного дела, то есть 168 статья УК здесь будет применяться. В этом году в республике произошло 66 случаев горения сухой растительности, 25 из которых в Назране и Назранском районе. На Малгобекский район приходится 20 очагов возгорания, Карбулак, Сунжинский и Джайравский районы 12, и 9 случаев зафиксировано в столице республики. По 54 мы уже возбудили административные дела, вынесли постановление. Ну и последний, который у нас есть, это загорание 5 числа в городе Карабулак. Горела сухая растительность, площадь 400 квадратных метров. В МЧС еще раз напоминают, не разводите костер рядом с сухостоем, не оставляйте огонь без присмотра, а в случае возгорания немедленно звоните в службу спасения. Руслан Албогачиев, Рамзан Миржоев, Новости 24.